21:30. Время подводить итоги на канале БСТ. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. Куштау будет жить. Разрабатывать Шихан отныне запрещено по закону. Наши родители, наша родина отстаивали, а нам пришлось защищать уже Куштау. Акции башкирской содовой компании арестованы, ущерб оценен в 34 миллиарда. Кому положены активы, стране или республике? Гора будет жить и, соответственно, будет выполнять рекреационные функции, научные функции и так далее. Пожизненная расплата. Руки назад! Вы что делаете? Руки за голову! Правоохранители задержали убийц столетнего фронтовика Ивана Несмеянова. Ветерана пытали, деньги закопали в лесу. Кто эти нелюди, лишившие жизни героя войны? С легким паром спустя полгода Будем рады видеть всех наших гостей. Здравия. в республике вновь открылись общественные бани и кинотеатры. Места для поцелуев отменяются, рассадка только через кресло. Когда жир на животе не лишний. Мезенхимальных стволовых клеток, оно в 4 раза больше, чем, например, в костном мозге. Башкирские врачи лечат артроз при помощи стволовых клеток. Их получают методом липофилинга. И следующим этапом у нас уже будут, собственно, выращенные ткани организма. Встречают по одежке, новая форма, тренеры и обновленный состав. Какую игру ждать при таком потолке зарплат? И почему от юных хоккеистов требуют родительские взносы? Несколько не хватает нам там финансирования. Итак, пожалуй, главная новость недели. Поставлена жирная точка в вопросе Шихана Куштау. Ради Хабиров подписал документ о присвоении горе статуса особо охраняемой природной территории. Это значит, что любая хозяйственная деятельность, наносящая вред местной экосистеме, запрещена. Решение, конечно, не неожиданное, но, по крайней мере, местные жители и экоактивисты, столь долго боровшиеся за сохранение Куштау, смогут спать спокойно. А вот в арбитражном суде все только начинается. По требованию Генпрокуратуры акции башкирской содовой компании арестованы. Предварительный ущерб уже оценен в 34 миллиарда рублей. Ряд экспертов высказались, что возвращение акций может быть в федеральную собственность. Так ли это, выяснял мой коллега Артур Шамсудинов. Деревья, это то, что вы выносили с леса. Здесь у нас была полоса заграждения, чтобы не проехали лесорубы в горы. Разбросанные ветки с бревнами больше напоминают последствия санитарной рубки, но никак не остатки баррикад. А ведь именно они были в основе укреплений, которые защитники Шихана выставили на пути тяжелой техники лесорубов. 70-летний пенсионер Раис Мусаваров, сторожил деревни Урняк, одним из первых бросился на защиту Куштау. Наши родители, наша родина отстаивали, защищали, а нам пришлось защищать уже тоже свою родину, малую родину, именно Куштау. Еще до того, как подножию Куштау стянули силы со всей республики, в качестве живого щита вышли именно эти люди. В бой в буквальном смысле шли старики. Любовь Анофриева живет в этом доме больше 20 лет. Пенсионерка говорит, Шихан как на ладони, из какого двора не посмотри. И для местных это уже давно, больше, чем просто гора. Что уж говорить о туристах, от которых тут отбоя нет. Всегда понимали о том, что почему эта гора притягивает к себе. Вот если идешь гулять, запланируешь маршрут, но обязательно идешь в район дома отдыха. Обязательно идешь к горе. Впрочем, не меньший интерес Шиханы представляют для ученых. Ведь таких гор, остатков рифов теплого моря на Земле совсем немного. Похожие на те, что стоят в Башкортостане, есть лишь в Австралии. По последним данным ученых, на Куштау обнаружено более 40 видов растений и животных, занесенных в Красные книги. Высокая численность и биоразнообразие объясняются уникальным положением горы, создающей своеобразные островные условия. Для многих растений и животных Шихан является убежищем от воздействия человека. Если бы Куштау отдали на разработку, то его ожидала бы судьба предшественника Шахтау, от которого уже ничего не осталось и которые пустили на соду в 50-х годах. Ряд открытий ученые сделали в процессе столкновений. Вот, например, кузнечик «Степная дыбка». Его нашла одна из местных жительниц, а биологи подтвердили уникальность находки, занесенной в Красную книгу. Большинство краснокнижников на Юрактау и Таратау это растения, а здесь на Куштау большинство, больше 30 видов, это животные. Почему именно на Куштау животных больше? Тоже, конечно, вопрос такой интересный. Но вот эта лесистость, то, что гора покрыта лесом, и одновременно и известковые склоны есть, и подножие к реке, к Белой подходит, вот это создает разные экосистемы. А, соответственно, в разных экосистемах больше видов могут обитать.
На неделе правительство официально заявило свои требования в суде по делу о возврате контрольного пакета БСК. Оно добивается пересмотра сделки по отчуждению акций в 2007-2013 годах. Пока на время суда все ценные бумаги арестованы. При этом ряд экспертов предположили, что в случае возврата контроль перейдет к федеральной власти. Однако в Минземимуществе эту информацию опровергли. Предприятие принадлежало Башкортостану по праву, и вернуться оно должно в республиканскую собственность. Вся прибыль от его деятельности будет поступать в региональный бюджет. Гора будет жить и, соответственно, будет выполнять рекреационные функции, научные функции и так далее. Вот, это такая большая точка. Более того, ну, что это такое? Это на самом деле признание того, что эта позиция довольно большого, я бы сказал, очень значительное количество жителей нашей республики, что гора должна остаться. Поэтому это, я, как и сказал, это такое признание и дань уважения этой позиции. Я думаю, что это то, что жители ждали. Камнем преткновения во всей этой истории был известняк, который необходим для производства соды. В БСК не раз уверяли, что других источников поблизости нет. И придется выбирать, что ставить на карту. Жизнеспособность предприятия со всеми работающими там людьми или судьбу флоры и фауны Шихана. Геологи с такой постановкой вопроса не согласны. Исхак Фархуддинов, один из защитников со стороны научного сообщества, заявил: нет необходимости уничтожать еще одну гору, когда источник для соды буквально под носом. Касаемо альтернативных источников, лучше всего с точки зрения экологии подходит сам же массив Шахтау, месторождение Шахтау, где сейчас идет разработка, потому что по подсчетам геологов там запасов еще около 200 миллионов тонн. Уходят они вглубь в виде конуса. И эти запасы, они просто обводненные, соответственно, это удорожает производство, но производить соду из этого известняка, конечно же, также можно. Из чего добывать соду, по-прежнему актуальный вопрос. На очереди также возврат акций под контроль государства. Но у экоактивистов на реализации свой план. Добиться включения Шиханов в национальный парк. В этом случае природные памятники получат федеральное финансирование, а также штат сотрудников, которые будут следить за его сохранностью и за туристами, чтобы не навредили. Впрочем, это чуть позже. Программа «Максимум», то есть сохранение Шиханов, уже выполнена. Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов, Виктор Миренков и Роман Мукуфа. Итоги недели. Убийцы столетнего ветерана пойманы. Зверское преступление в июле шокировало всю страну. Ивана Несмеянова из Кигинского района нашли связанным в собственном доме. Мужчину запытали до смерти. И все ради $1 миллион рублей. Сложно было представить, кто ради денег мог пойти на такое бесчеловечное преступление. Ветеран Великой Отечественной войны, орденоносец. Для правоохранительных органов поимка убийцы стала делом чести. А оказалось, злоумышленники тоже когда-то носили форму. Подробности в материале Анастасии Чебаевой. Сотрудники ОМОНа врываются к тем, кто 2 месяца назад также проник в дом к беззащитному ветерану. Теперь на полу и в растерянности уже они. Руки назад! Ну что делаете? Руки за голову! Убийц ветерана искали все силовые структуры. МВД, Следственный комитет, ФСБ. За любую информацию была назначена награда – $500 000 рублей. Преступниками оказались 2 мужчин. Одному 41, другому 32 года. Оба бывшие сотрудники УФСИН. Когда шли на преступление, убивать никого не хотел, признался подозреваемый. Просто напарник слишком громко шумел. Получается, дядя проснулся и, проснувшись, сказал: кто здесь? Он вытащил ножик, поставил в гору и начал допытывать: где деньги? Дед уже ничего не сказал, просто пальцем показал на шкаф. Шкаф, получается, стоял на входе с левой стороны. Он вытащил оттуда деньги. Под словом «допытывать» подозреваемый имел в виду долгие издевательства над ветераном. Что сотворили с пожилым мужчиной, видимо, не хочется вспоминать даже ему. А вот соседи, которые обнаружили пенсионера, навряд ли когда-либо забудут увиденное. Шла, ворота закрыты на палке. Я открыла, как гвоздодером к соседям сходила. Зашли ворота, двери открыли, он лежит и весь в крови и связанный. Он вот лежит, руки взад связанные, к ногам привязанные, и затылок весь в крови, а лицо в ту сторону было. Мы лицо даже не видели, выскочили. Давай я быстрее милицию звонить начала. Это не было случайным ограблением. Преступление тщательно планировали. Злоумышленники узнали, что в доме есть крупная сумма денег, и уж точно прекрасно понимали, кто там живет. На входе красная звезда, как символ дом ветерана Великой Отечественной, и даже табличка с именем. Этого небольшого отверстия хватило, чтобы открыть первый
первую дверь, а у второй они уже без особого труда вырвали замок, перевернули все вверх дном. При этом китель с наградами и медалями, по сути самое дорогое, что было у Ивана Николаевича, оставили также висеть в шкафу. Видимо, догадались, что по номерным знакам оперативники быстро найдут злоумышленников. Нужны были лишь деньги, любой ценой. По предварительным данным, двое мужчин в ночное время проникли в дом пенсионера и нанесли ему телесные повреждения, после чего он скончался. Обыскав дом, злоумышленники обнаружили крупную сумму денег. Забрав их, они скрылись. Давайте вы вперед идите, мы за вами, вы нам укажете направление. Подозреваемые показали, где спрятали похищенное. Тайник был в лесу в Челябинской области. Кигинский район как раз граничит с этим регионом. Иван Несмеянов громил фашистов в составе Забайкальского фронта с милитаристской Японией. Награжден орденом Отечественной войны второй степени за храбрость и мужество. Две дочери ветерана живут в Челябинске, но отца навещали постоянно. В последний раз виделись с Иваном Николаевичем буквально за несколько дней до его смерти. А все остальное время за пенсионером присматривали соседи. Мы все бабушки за ним ухаживали, как за ребенком. Принесешь ей там яичко, он говорит: о, блинчиков напеку. Вот та соседка тоже, мы за ним как-то жалко было. Хороший был, никогда. Хоть бы один раз поругались. Нарочно бы. Да, правда, правда. Подошла, он говорит: Дуся, у меня молоко кончилось, ты мне купи молока. Я говорю: дядя Иван, я завтра не поеду в четверг, у нас рыночный день. В четверг, говорю, поеду. Он говорит: ну купи мне в четверг. Ну я в четверг поехала, купила. Но пакета молока он так и не дождался. Накануне ночи пенсионер и был убит. Следователи продолжают сбор доказательной базы по уголовному делу. В отношении обоих фигурантов судом по ходатайству органов следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. И выйдут оттуда подозреваемые уже не скоро. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статьям разбой и убийство, сопряженное с разбоем. Жить дядя Ваня, как называли его соседи, собирался еще долго. Он пережил многое. Не сломила ни вражеская пуля, ни преклонный возраст. Смертельно для него оказалась жестокость тех, за кого когда-то сам был готов отдать жизнь. Анастасия Чебаева, Блаза Кирьянов, Азат Узбеков. Итоги недели. На неделе не стало последнего защитника Брестской крепости. На 101-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Ришат Исмагилов. Я счастливый и справедливый. Это кадры из фильма, который снимали к 75-й годовщине Победы. Он обещал дожить до этого дня и сдержал слово. Впрочем, как всегда, Ришат Салихович служил радистом 455-го стрелкового полка, который дислоцировался в Брестской крепости. 22 июня 1941 года он оказался в эпицентре одного из первых сражений Великой Отечественной войны. Свое имя фронтовик увековечил и в мирной жизни. Байгельдинская школа названа в его честь. Здесь заслуженный учитель РСФСР проработал более 40 лет директором. Ришат Исмагилов – герой, который поставил точку еще на одной странице истории, но оставил после себя наследие, которое станет примером для многих поколений. Линейки каждый час и первый урок по видеосвязи. День знаний в этом году прошел в несколько ином формате. В школу пошли только учащиеся 1, 9 и 11 классов. Для большинства же учебный год начался лишь 2 числа. Все для того, чтобы избежать массового скопления людей и исключить вспышки коронавируса. Именно поэтому школьников перестали вызывать к доске. Теперь нет и долгожданных звонков на перемены. Их объявляют сами учителя. О школьных переменах и о том, каково это вновь сесть за парты, лишь спустя полгода. Репортаж Лилии Курбановой. Первый поход в школу – событие само по себе, запоминающееся, но этот день знаний останется в памяти даже бывалых учителей, выпустивших не один класс. В этом году, 1 сентября, первоклашки и выпускники не только главные, но и единственные виновники торжества. При этом параллели не пересекаются, так что первый звонок в школах звучал едва ли не каждый час. Очень рады, что они приходят к нам офлайн. И надеемся, что мы в таком же режиме продолжим работать. Такого 1 сентября Тамара Мятникова за всю свою карьеру учителем не припомнит. В ее кабинете пустота. Все ребята дома, классный урок перед экранами мониторов или за смартфонами. Сегодня за это не наказывают, а наоборот поощряют. Сейчас он раздастся. Ваш первый звонок. Первый звонок в микрорайоне «Спутник» села Чесноковка прозвучал для 120 первоклашек. Из-за пандемии количество участников торжественной линейки ограничили. Родители в масках, дети с цветами и в карманах новых пиджачков, антисептики. Новая ступень в жизни малышей в новом учебном заведении. Его открыли в День знаний. В Чесноковке была школа. Она носит имя героя Советского Союза Александра Горчилина. 1 сентября там тоже прозвенел первый звонок. Но теперь школьники будут учиться в одну смену, вместо 3, как это было раньше.
мы как строили школы и садики, так и будем продолжать строить и садики, и школы, и больницы, и спортивные сооружения. Вы, главное, растите здоровыми, учитесь хорошо. В этом году вместо 45 уроки по 35 минут. Расписание такое, что дети не должны пересекаться в коридорах, когда у одних перемена, другие учатся. Также и посещение столовых. Например, в 162-й школе зал рассчитан на 300 детей. Сейчас одновременно могут находиться в 3 раза меньше. Неуправляемые, на первый взгляд, малыши быстро усвоили правила. 4 каждого. Раньше вы на каждой скамейке по 3 сидели. На одном месте по 6 человек. Дамир Хамадеев и его соседи по столу кушают бесплатно. Прежде такое правило было только у детей с ограниченными возможностями здоровья или из многодетных и малоимущих семей. Сейчас горячим питанием обеспечены все ученики в Башкортостане с 1 по 4 классы. На полдник приготовлен очпочмак. Национальная кухня, да? Да, национальная кухня. Также очень широко представлены вак-беляш, дучмак с творогом, а супы также в виде куламы. Национальные блюда. Жирные блюда из меню исключили. В рационе мясо, рыба, крупы, свежие овощи и фрукты. Учитывали не только рекомендации врачей-диетологов, но и мнение родителей. Так, мамы и папы школьников просили об особом меню для диабетиков и аллергиков. Для получения специального рациона необходимо предоставить справку. Есть задача обогатить рацион школьника микроэлементами. Дано ведро яблок и стакан киселя. Вопрос, что будет проще, съесть ребенку 7 килограммов фруктов или выпить стакан напитка? Ответ, конечно, очевиден. А по полезности почти то же самое. Здесь в составе целый список витаминов. Учебные заведения разделили на 3 типа. С полным циклом приготовления пищи, с частичным и еще те, куда доставят горячие блюда. Завтраки для первой смены и обеды для второй. Так что бесплатное питание должны получить ученики начальных классов от столицы до отдаленных районов Башкортостана. Грызть гранит науки лучше все-таки на сытый желудок. Лилия Курбанова, Тимур Каюмов, Азат Ишбулатов, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. 1 сентября двери открыли не только школы, но и детские сады, кинотеатры и даже общественные бани. В Башкортостане поэтапно отменяют ограничения, введенные из-за пандемии. Хотя меры безопасности никто не отменял. Малышам измеряют температуру, а в залах кинотеатров оставляют свободные места между зрителями. О новых правилах осеннего досуга. Динара Таймасханова. Беги, Садик, скорей, давай, скорей. Теперь в детский садик хочется только бежать. Полгода дома в компании родителей, как тут не соскучишься. 1 сентября из онлайна вышли не только школьники. Второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии, ощутили даже самые юные жители республики. Разработан маршрут прихода и ухода воспитанников с целью недопущения массового скопления. Для каждой группы определен отдельный вход. Составлен график приема детей. На территории родителей допускается только в масках. Зайти в здание детского сада родители пока не смогут. Малыши вряд ли понимают смысл фразы «противовирусные меры», но все равно послушно измеряют температуру на входе. В группах добавились новые предметы интерьера – рециркуляторы и кварцевые лампы. От праздника в день открытия садики не отказались. Правда, провели его в узком кругу, каждый в своей группе. Банные полотенца аккуратными стопками и нераспакованные тюбики средств для гигиены. Любители попариться заждались открытия общественных бань. Пока в парных не так много посетителей, но от заказов телефон уже разрывается. Долгие 5 месяцев разлуки с нашими любимыми гостями. Ну и на самом деле очень приятно, что все-таки приятная весть пришла. И будем рады видеть всех наших гостей. Здравия. Еще одна долгожданная новость для горожан – открытие кинотеатров. Теперь не пройдешь не только без билетика, но и без обработки рук антисептиком. Даже в первый день работы зрителей, желающих посмотреть фильмы на большом экране, достаточно. Наконец-то я уже пришла в этот кинотеатр. Пусть фильмов не так много, но несмотря на это, я все равно пришла и буду ходить, и буду ждать, когда уже наконец выйдет больше фильмов, и можно будет ходить хоть каждый день. Я вообще не с этого города, у меня в городе все кинотеатры закрыты, и очень рада, что здесь открылось наконец-то.
Руководство кинотеатра сетует, пережить 5 месяцев пандемии было крайне сложно. Кстати, пока в тестовом режиме открыли лишь 5 залов. В скором времени их количество планируют увеличить до 11. Тем не менее, полных залов не будет. Зрители должны рассаживаться, оставляя между собой свободные кресла. У нас 4 зала – это VIP-залы, где меры будут чуть полегче, я думаю, и кресел будет забронено чуть меньше, потому что там расстояние, в принципе, друг друга, приличное, скажем так, 1–1,5 метра. И в течение, думаю, недели-двух мы будем работать уже как 11-зальник. 15 сентября готовятся к открытию театры и концертные залы. Познакомиться с репертуаром можно будет позже на официальных сайтах учреждений. И хотя в режиме онлайн многие не потеряли преданных зрителей, но сами артисты говорят, что соскучились по живым аплодисментам. Динара Таймасханова, Айгуль Хатыпова, Исмаил Кудакаев и Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Свыше 50 операций по лечению артроза колена с помощью стволовых клеток провели в клинике Башкирского медуниверситета. Особенность в том, что пациенту делают липофилинг, то есть откачивают жир, а затем обработанную жидкость вводят в коленный сустав. Это занимает полчаса. Врачи уже изучают опыт российских специалистов по выращиванию хрящей стволовых клеток человека. Подробности у Екатерины Тимиряевой. Это уже третье хирургическое вмешательство на колене с помощью стволовых клеток у жителя Буздяка Шамиля Муратова. Пациент полностью спокоен. Эта же бригада врачей оперировала его в предыдущие разы. Артроз мужчине диагностировали 4 года назад. Говорит, таблетки по эффективности с операцией сравнивать не нужно. Облегчение после посещения больницы, а все манипуляции под местным наркозом. Пробовал лечиться там какими-то препаратами по 5, по 3 тысячи и больше толку не было. Колено болит уже года 4-5, наверное. Проблема что? Скрипит, болит. По ночам болело, при ходьбе болело. Таких операций в клинике Башкирского государственного медицинского университета провели уже более 50. Суть в том, что пациенту делают липофилинг, то есть откачивают жир. Полученную жидкость помещают в центрифугу для разделения на кровь, жир и, самое ценное, стволовые клетки, которые и вводятся затем в коленный сустав. Они размножаются, регенерируются и таким образом частично восстанавливают болезненную область. Уфимские врачи переняли опыт у основателей, коллег из Германии. Специалисты отправлялись на практику в европейские медучреждения, а теперь самостоятельно проводят их в Уфе. Такие операции для пациента абсолютно бесплатны и длятся около получаса. Там нас обучили профессор Лукас Прантель, пластический хирург, и профессор Виланд, кто они совместно внедрили это в травматологии, в урологии, в пластической хирургии и поделились с нами этим методом. В чем уникальность данной методики? В том, что количество вот этих активных клеток, мезенхимальных стволовых клеток, оно в 4 раза больше, чем, например, в костном мозге. А методика забора из костного мозга, она более сложная и более дорогостоящая. То здесь мы за счет, в общем-то, простой, недорогой и эффективной методики можем использовать данную технологию для лечения заболеваний. Врачи говорят, что это самая простая процедура. Ученые долго изучали стволовые клетки. Их получали из пуповины при родах, костном мозге, а эффективным оказался жир. Из активных и здоровых клеток в объеме 3 мл 10 миллионов стволовых клеток. Такая процедура предназначена для действующих и бывших спортсменов, а также пациентов с диагностированным артрозом коленного сустава. В будущем врачи надеются использовать полностью выращенные части колена человека. Эти технологии развиваются и дальше. И на сегодняшний день уже в Российской Федерации одна только структура, одна фирма, научно-производственное объединение «Генериум» уже получила лицензию на выращивание этих искусственных медисков. И мы тоже с этим научным институтом сотрудничаем, и следующим этапом у нас уже будет, собственно, выращенные ткани организма. Большинство медицинских учреждений используют классические методы лечения артроза коленного сустава, говорит главный внештатный специалист-травматолог-ортопед Минздрава Башкортостана. У пациентов большой выбор – выбрать относительно новые методики или довериться старым. Внутрисуставное введение проектов, протезов синуальной жидкости и внутрисуставное введение препаратов. Это и гормоны, это и медикаментозные вещи, те, которые на сегодняшний день приняты эффективными для лечения артрозов.
Пациент Шамиль Муратов свой выбор сделал и так далеко не загадывает. Сразу после операции он может ходить. Под присмотром врачей пациент пробудет несколько дней, а в течение месяца колено уже не будет напоминать о себе так часто. Екатерина Тимиряева, Флорида Ким, Артур Елаев, Родион Матвеев. Итоги недели. В космос могут отправить ракету с символикой Башкортостана. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он посетил республику с рабочим визитом, а также пригласил главу Башкортостана Ради Хабирова побывать на 2 российских космодромах – Байконуре и на Восточном. Стороны обсудили также общие проекты Башкортостана и Роскосмоса по транспорту, нефтехимии и приборостроению. Как сказал Рогозин, весь мир наблюдает за пуском ракеты. Это была бы интересная акция. Ну а теперь о других новостях недели короткой строкой. Горе-мамаша, выкинувшая своего ребенка на помойку в Туймазах, вынесли приговор. В ближайшие 1,5 года Алия Гемранова проведет в колонии поселений. Инцидент произошел в мае этого года. Сейчас с мальчиком все в порядке. Врачи детской республиканской больницы выходили малыша, а опеку над ним оформили родственники со стороны отца ребенка. 2 других детей подсудимой переданы ее бывшему супругу. А вот приговор по другому, не менее громкому уголовному делу будет вынесен на следующей неделе. 18 лет тюрьмы на 2 запросила прокуратура застройщикам дома «Треугольника» Разифу Абдрашитову и Андрею Чеботареву. Дольщики ждут своих квартир больше 10 лет. Добавлю, ранее Кировский суд уже приговорил уфимцев к 4 годам лишения свободы по другому уголовному делу. Тогда они собрали с так и не состоявшихся новоселов 307 миллионов рублей, которые потратили на собственные нужды, в том числе на покупку дорогостоящих автомобилей бизнес-класса. Теперь, кстати, тем, кто захочет украсить свое авто еще и красивыми номерами, придется выложить кругленькую сумму. Отныне они будут продаваться официально. За особенную комбинацию цифр и букв придется заплатить от 600 тысяч до 6 миллионов рублей. Реализация будет проходить через аукционы. Доходы от продажи номеров будут делить поровну региональные и федеральные бюджеты. Самыми дорогими будут номера с одинаковыми цифрами и буквами, например, 3А 111. Хотя, как показывает практика, избежать штрафа красивой комбинации не поможет. А вот если номер бумажный, пожалуйста. Так, во время несения службы сотрудников ДПС привлек автомобиль Nissan Qashqai. При попытке остановить водитель внезапно принял вправо и быстро сменил чужой госномер на свой при помощи переворота рамки. Перевертыш на деле оказался бумажным, а вот нарушителю теперь грозит лишение свободы до 2 лет. Ну и к другим темам. Дефицита сахара не ожидается. Закрытие Мелеузовского сахарного завода не должно сказаться на объемах переработки. Такова позиция Минсельхоза. Опустевшую нишу займут чешминские и раевские производители. Приемка сырья уже началась. А вот хлеборобы приближаются к финальной стадии уборочной и уже намолотили более 3 миллионов тонн зерна. Правда, цена на продукцию пока не самая выгодная. С подробностями Руслан Батыргариев. Пока не в передовиках, но плечом к плечу с опытными механизаторами. Сначала прошла стажировку, потом сразу за руль. Это была моя личная инициатива, так как я учусь на механическом факультете, и проходить практику именно на поле – это прям мое. Я хотела попробовать работать на комбайне, узнать именно, как он работает, все вот прям пошагово, и моя мечта сбылась. Не просто помощником, а полноценным механизатором. Для Алии это не только практика, но и труд, за который девушка получает деньги. За рабочий день студентка Башкирского аграрного университета намолачивает около 12 бункеров зерна. С первых дней она начала уже помогать ребятам ремонтировать комбайны. Вот сейчас она сама за рулем и неплохо справляется. Уборочная страда в самом разгаре. В поле агрария находится по 12 часов. Пока светит солнце, барабан комбайна не останавливается. Лишь небольшие перерывы на обед и ужин. С раннего утра и до позднего вечера сельчане стараются использовать каждый погожий час, ведь на полях еще остаются сотни тысяч центнеров зерна, которые нужно убрать до проливных дождей. Уборка зерновых в Башкортостане приближается к финишной черте. Урожайность в этом году неплохая. Хлеборобы уже собрали более 3 миллионов тонн зерна. Сейчас их интересует другой вопрос. Будет ли спрос на выращенную продукцию? Потребность в зерне, как в товаре, достаточно высокая. Сегодня с нами работают крупные трейдеры. В целом зерно хорошего качества для экспорта. То есть по протеину мы сегодня проходим, поэтому есть потребность.
Сначала необходимо пополнить внутренний баланс страны. Все остатки на экспорт. Старт закупочных цен на зерновые культуры в 2020 году оказался благоприятным для башкирских аграриев. Выше уровня прошлого года в среднем на 20%. Но в Министерстве сельского хозяйства рекомендуют не торопиться с реализацией собственной продукции и придержать зерно. Оно еще должно вырасти в цене. Если хлеборобы подходят к финишу, у производителей сладкого продукта все только начинается. 2 сентября Чешминский сахарный завод начал приемку свеклы. Пока средняя сахаристость сырья чуть больше 15%. Ближе к поздней осени этот показатель должен приблизиться к 20%. В планах сначала насытить внутренний рынок сахаром, а потом выйти на экспорт. Если уж говорить откровенно, то стоимость нашей продукции в странах ближнего зарубежья немножко выше, чем, скажем, предлагает внутренний рынок. А вот жом гранулированный исключительно будет уходить за рубеж. Основным покупателем выступает Китай. В прошлом году, в частности, на заводе у нас установили пресса глубокого отжима. Позволило, нам увеличить производительность грануляции сухого жома. В этом году ставим сушильный барабан емкостью, на 250 тонн. После закрытия Мелеузовского в Башкортостане осталось всего 2 функционирующих сахарных завода – в Чешмах и Раевке. Теперь вся нагрузка – это примерно 1 200 000 тонн свеклы распределится по 2 заводам. Задача, чтобы на земле не остался ни один сладкий корнеплод, а цены на сахар не ударили по карману рядового потребителя. Руслан Батыргареев, Азамат Мухамедшин и Булат Закирьянов. Итоги недели. Экопарк, Центр искусств, Новой набережной и улицы сквозь время появятся в Башкирии. 8 городов и сел республики стали обладателем федерального гранта. Перезагрузка ждет Сибай, Белорецк, Давлеканово, Благовещенск, Учелы, Баймак, село Воскресенское и Зилаир. Сумма выигрыша – 520 миллионов рублей. В проект готова вложиться республика, а также инвесторы. Главное – сделать городскую среду комфортной, но при этом сохранив историю. Как будут меняться зоны отдыха. Экскурс в будущее. От Айгуль Хатыповой. От экокатастрофы к экопарку. Целая лаборатория по улучшению состояния окружающей среды появится в Сибае, Терра, Зауралье. В скором времени город будет на слуху не как то место, где тлел карьер, а как то, где системно занимаются экологией. Там появится дендрарий, общественный огород и пруд вместо пустыря. В зимнее время года освещенная лыжная трасса. Летом велосипедные и пешеходные дорожки. Очень хотелось бы, конечно, все-таки дать второе дыхание или вторую жизнь парку нашему. В центре Давлеканово хотят восстановить исторический облик, ведь сейчас идентичность стремительно стирается за обилием рекламных вывесок. Разрезан на 2 части железной дорогой город, стоящий на реке Дема, объединят. Заново спрофилированные тротуары, велосипедные дорожки, какие-то зеленые насаждения, старые насаждения будут убираться, будут появляться новые зеленые насаждения, много деревьев запланировано, кустарников, как стационары, так и в катках. В Белорецке появится квартал вдохновения. Там восстановят разрушающиеся объекты культурного наследия. Ветер перемен заглянет и в Баймак. Название проекта четко отражает суть планируемых изменений. В городе работают эксперты, проектировщики из Москвы, из Института развития сел и городов Республики Башкортостан. Всю документацию мы сдали Минстрой России. Местные школьники и студенты уже нанесли на площадь основные элементы будущего благоустройства. Пока, конечно, только мелом. Амфитеатры и очертания крон деревьев. В первую очередь, при создании общественных пространств проектировщики опираются на мнение местных жителей. Например, город Благовещенск, который недалеко находится от Уфы. Город с очень сложной историей, с очень сложной социальной обстановкой сейчас. И этот город уже подавался однажды, в прошлом весной, он подавался на конкурс, но не победил. После того, как мы проиграли, мы собрались с активом городским, с жителями, стали анализировать, что же не так. Поняли, что Благовещенску очень важно восстановление его исторического центра, восстановление утерянной этой идентичности для города. На федеральные средства наш регион уже завершил 3 проекта по благоустройству в Ишимбае, Бирске и Янауле. Сейчас на стадии реализации еще 5. Преображение башкирского Зауралья уже запущено. На усовершенствование городской среды добавили средств республика и инвесторы. Общая сумма достигла 900 миллионов рублей. Сдать готовые проекты и удивить всю Россию наш регион планирует осенью следующего года. Айгуль Хатыпова, Артур Беканов. Итоги недели.
Кофе со вкусом утренней горечи. В Уфе прошел первый довлатовский фестиваль «Литературный импульс». Название является отсылкой к повести писателя «Ремесло», в которой описывается первая встреча новорожденного Сергея Довлатова с классиком русской литературы Андреем Платоновым. Эту сценку, кстати, разыграли в виде театральной миниатюры. В рамках фестиваля прошел и онлайн-конкурс «Соло на смартфоне». Стилю Довлатова подражать довольно трудно, потому что при кажущейся простоте пишет он очень интересно и ярко, и сложно. Это настоящий профессиональный писатель. Нет, люди старались подражать его доброте. Люди старались подражать его юмору, то есть стремлению посмотреть на свою собственную жизнь с юмором. Здесь же прошел некоммерческий показ фильма Алексея Германа-младшего «Довлатов». Первые месяцы жизни писателя в Уфе организаторы попытались изобразить и в виде инсталляции. На рабочем столе копия печатной машинки Довлатова «Андервуд». Кроме того, сделали фотографию, как, например, мог выглядеть писатель сейчас, если бы приехал в столицу. Он изображен на фоне филармонии и смотрит в сторону своего дома. То есть есть какие-то вещи, которые мы домысливаем. Но я еще раз повторяю, если бы взять эти все экспонаты, дополнить ее какими-то современными инсталляциями, я уверен, что город, в котором Довлатов прожил всего несколько месяцев, мог бы получить отличный музей Довлатова. На этой неделе стартовал хоккейный сезон. Как вы помните, предыдущий чемпионат так и не был доигран. Из-за коронавируса в марте его прервали. В новый сезон юлаевцы вступили с новым главным тренером и обновленным составом. Перед первым выездным матчем с командой встретился глава республики. Ради Хабиров заверил, что финансовая ситуация в клубе стабильная и хоккеистам беспокоиться просто не о чем. Артем Кочешев расскажет, чего ожидать от 13-го сезона континентальной хоккейной лиги. Новый сезон в хоккее встречают по одежке. Салават Юлаев к началу чемпионата освежил и комплекты игровой формы, и логотип. В клубе попытались не отходить от традиций, сохранить привычный профиль национального героя. Но и он претерпел трансформацию. Что осталось прежним, так это амбиции уфимцев. Салават Юлаев по-прежнему ставит перед собой самые высокие цели, несмотря на многочисленные сообщения о финансовых проблемах. Об этом говорил на встрече с командой глава Башкортостана. Ради Хабиров заверил, что с финансами у главной команды республики не будет проблем. Не слушайте вы там никого, не читайте, как говорят, не читайте советских газет до обеда. Значит, Салават Юлаев для нас важен бесконечно, я уже сказал. Никаких проблем не будет в части поддержки Салавата Юлаева со стороны правительства республики. Мы эти вопросы решим. Идут определенные переговоры, нас поддерживают, поэтому вы там на это не обращайте внимания. Задача у вас на самом деле одна. Это поле, победа и биться до последнего. В завершении встречи Ради Хабиров вручил государственные награды республики работникам клуба. В частности, тренер команды Николай Цулыгин получил орден Салавата Юлаева. Хоккеисты поблагодарили руководителя республики за поддержку и хороший настрой на предстоящие игры, а капитан команды Григорий Панин вручил ему именную хоккейную форму. Это было очень приятно, во-первых, во-вторых, неожиданно. Поэтому тут эмоции, конечно, захлестывают, и я очень рад, что заметили ту работу, которую мы проделывали, и спасибо большое за это. Пандемия, тем не менее, не могла не ударить по кошельку клуба. Издержки финансирования почувствовали на себе родители воспитанников Юлаевской школы Олимпийского резерва. Для юных хоккеистов младше 2009 года рождения планируется ввести так называемый родительский взнос. Хотим внедрить такую практику, потому что очень много ребят, и несколько не хватает нам там финансирования по всем этим бюджетным нормам, которые сейчас мы внедряем в спортивную юношескую школу. Уже в первой игре с лучшей стороны себя продемонстрировал новичок Салавата Маркус Гранлунд. Финский нападающий в межсезонье пришел на место Линуса Умарка. В Нижнем Новгороде Гранлунд набрал 3 результативных очка, а команда одержала победу. 13-й сезон КХЛ обещает быть необычным и интригующим. Из-за потолка зарплат шансы команд на победу в розыгрыше Кубка Гагарина уравнялись. Салават Юлаев отнюдь не последний в списке претендентов на трофей. Артем Кочешев. Итоги недели. Такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на канале БСТ. До встречи в эфире.